В эфире вечерние новости. В студии Василий Раченко. Здравствуйте. Смотрите сейчас. Почти 30 семей скоро обретут новое жилье в Хандаге Тампонского района. Там началось строительство дома по программе переселения. Полгода не платил зарплату и присваивал деньги. Руководителя компании «Саха-проект» задержали на совещании в прокуратуре Якутии. Егор Чверин выходит за пределы республики в преддверии Дня Победы. Якутскую картину покажут в кинотеатрах Москвы и Петербурга. Глава МЧС Евгений Зиничев торжественно открыл в Якутске специализированную пожарно-спасательную часть. Министр осмотрел помещение и технику, находящуюся на вооружении службы. В ней работают 102 человека личного состава и 21 единица техники специального назначения. По его словам, кроме выполнения основной задачи по охране Якутска, в зону ответственности входит вся территория региона, что значительно повышает защищенность ее территории. Причем это очень знаково, что мы открываем ее в канун профессионального праздника – Дня пожарных. Эта часть будет прикрывать не только Якутск, но и реагировать на события по всему региону. Часть современная, оснащена современным оборудованием. Я знаю, что здесь будут служить высококлассные специалисты. Хотел бы поблагодарить строителей за качественную и своевременно выполненную работу. В Хандаге продолжается строительство жилого комплекса по улице Магаданской по программе переселения из аварийного фонда. В прошлом году введен 28-квартирный жилой дом, а в этом начато строительство второй очереди 29-квартирного дома. Мария Винокурова. Подробнее. Сваи нового четырехэтажного дома строители успели установить еще в ноябре 2020 года. С начала марта они сразу приступили к возведению здания. В эти дни строители выполняют работы по установке опалубки, армированию и бетонированию цокольного перекрытия. К концу мая мы должны закончить монолитный каркас и уже начинать кладку. И вот к концу июня закончим кладочные работы, потом фасад пойдет. Отделка, внутренняя сантехника, отопление, электрика. На объекте трудится бригада бетонщиков и арматурщиков. Всего 15 рабочих. Задействовано 5 единиц техники, автокран, бетономешалка и 3 погрузчика. Все стройматериалы вплоть до отделочных завезены еще по зимнику. По Магаданской мы в прошлом году один дом сдали, и сейчас вторая очередь начинается. И этот квартал еще 2 дома должны построить, буквой «П», можно сказать. И посередке она детская площадка должна быть по благоустройству. В строящемся доме 11 однокомнатных, 9 двухкомнатных и столько же трехкомнатных квартир площадью от 33 до 73 квадратных метров. 29 семей из аварийных домов с нетерпением ждут долгожданных ключей от новых квартир. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандага, Тампонский район. Руководителя компании «Саха-проект» Аркадия Габышева задержали в ходе совещания в прокуратуре Якутии. В сообщении сказано, что им более полугода не выплачивалась заработная плата 13 работникам. Сумма долга составила более 1 миллиона рублей. В его отношении в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела была получена информация о том, что данным работодателям принимаются меры, направленные на вывод средств из-под официального наблюдения, то есть минуя счета юридического лица, он пытался их использовать по личному назначению, не направляя на выплату заработной платы. Объявили и предостережение руководителям ГУП ЖКХ Республики и Жатайской транспортной службы. Без внимания не осталась и деятельность исполняющего обязанности руководителя управления службы судебных приставов. В целом, в ходе совещания прокуратуры Якутии обсудили вопрос о работе над контролем соблюдения трудовых прав граждан на своевременную и полную оплату труда. В прошлом году благодаря прокурорскому реагированию погашен почти 1 миллиард рублей долга. 3 лицам, в том числе 1 должностному лицу органа контроля, именно исполняющими обязанности главного судебного пристава, было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Такая работа обусловлена тем, что в деятельности службы судебных приставов имеются недостатки, а именно не в полной мере ими реализуются те полномочия, которые предусмотрены законом, направлены на принудительное исполнение судебных решений.
Теперь об эпидемиологической обстановке. За сутки в Якутии выявили 88 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них большинство в Якутске – 52. В Татинском районе заболели 10 человек, в Мегино-Кангаласском – 9, в Чурапчинском – 7 случаев, в Кобяйском районе – 4. В Нерюнгринском районе 3, по одному заболевшему в Вилюйском, Нерюнгринском и Хангаласском районах. За сутки региональные лаборатории провели почти 2500 исследований на COVID-19. На брифинге министр здравоохранения региона Елена Борисова напомнила о важности вакцинации. В Якутии развернуто почти 2500 пунктов, которые прививают людей. Созданы 119 мобильных бригад. Поступило в Якутию почти 115 тысяч доз вакцины против ковида. Получили первый компонент 106 тысяч, второй более 60 тысяч якутян. Таким образом, на сегодня реализовано 93% от общего объема вакцины. Сегодня, на 28 апреля, сохраняется напряженная ситуация по выявлению новой коронавирусной инфекции. К сожалению, мы наблюдаем рост. Темп прироста по сравнению с 15 на 16 неделю увеличился на 64%. Самая главная задача остается на сегодняшний день – это вакцинация. У нас работает сегодня 44 медицинских организации, которые занимаются вакцинированием. 244 пункта открыто, в том числе 119 мобильных бригад. Мы акцентируем ваше внимание, что будут предстоять длительные выходные дни. Хотелось бы, чтобы вы все-таки правильно воспринимали это направление. Это все-таки создано для того, чтобы разобщить наше общество. Постарались максимально проводить это время с семьей, малым кругом, без посещения каких-то массовых мероприятий и, возможно, каких-то там общественных центров, либо торговых центров. Завтра, 29 апреля, вся страна напишет «Диктант Победы». Всероссийская акция проводится для повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи. В прошлом году по количеству площадок наш регион занял 6-ю позицию в стране и 1-ю на Дальнем Востоке. В этом году диктант традиционно напишут в онлайн и офлайн форматах. Для того, чтобы принять участие очно, нужно обязательно зарегистрироваться на официальном сайте диктанта. А в режиме онлайн диктант может написать любой желающий, не зарегистрировавшись. Начало тестирования назначено на 15 часов по местному времени. Национальная библиотека в 2021 году является уже не первый раз соорганизатором и представляет 5 площадок. На базе нашей библиотеки будет проходить диктант в 5 залах. Мы, конечно, будем соблюдать все санэпидемиологические меры. За 15 минут до начала диктанта наши волонтеры проведут инструктаж, как заполняется тест, правила заполнения. Сам диктант будет длиться 45 минут и будет состоять из 25 вопросов. В День Республики в постоянном представительстве Якутии в Москве торжественно наградили якутян за особые заслуги перед республикой и страной. Лауреатом госпремии имени Амосова стал гендиректор благотворительного фонда ветеранов Крайнего Севера РЛ Александр Шубин. Переводчик Айта Шапошникова отмечена знаком за укрепление мира и дружбы народов. За большой вклад в развитие парламентаризма и активную общественную деятельность медалью Совета Федерации отмечен ветеран алмазодобывающей промышленности 80-летний Владимир Пескунов. За открытие и разведку месторождения алмазов кимберлитовая трубка «Дачная» награжден посмертно главный геофизик Батуобинской геолого-разведочной экспедиции Игорь Погудин. Награду получила его племянница. Я очень рада, что сегодня ему вручили награду. К сожалению, он рано умер, но тем не менее мне очень приятно. Большое спасибо. Я хочу пожелать больших успехов этой замечательной республике, про которую всегда Игорь Александрович говорил только в превосходной степени. И он, и его жена всю жизнь проработали в Якутии, очень любили этот край. Столетие первой государственной газеты на якутском языке «Манчары» отметят в Якутии. Круглый стол по организационным вопросам организовал региональный союз журналистов. Основное праздничное мероприятие планируют провести в июле. Оно будет приурочено ко Дню национальной печати. Помимо этого, журналисты обсудили освещение Года здоровья и подготовки к спортивным играм народов Якутии, которые пройдут в селе Барагонцы Усть-Алданского района. Глава территории Алексей Федотов рассказал о ходе подготовки к долгожданному спортивному событию.
Круглый стол, посвященный трендам и требованиям в сфере проектирования общественных пространств, состоялся в Якутске. Мероприятие прошло совместно с Urban Puzzle. Это новосибирский проект, целью которого ставится комплексно благоустраивать общественные территории, жилые комплексы и госучреждения. Проект также представлен компанией-производителем детского и спортивного оборудования, изготовленного специально для эксплуатации в условиях экстремального холода. Так, на сегодняшний день Urban Puzzle совместно с якутскими градостроителями уже оборудовали несколько площадок в столице и на территории республики. Мы поднимем несколько вопросов. Изменение в законодательстве – это вступление в силу технического регламента о безопасности детских игровых пространств. В рамках всероссийского конкурса «Комфортная городская среда» участвуют несколько городов из республики Саха: Нерингри, Мирный, Алдан, Томот. Там уже предусмотрено к установке наше оборудование, и поговорим немножко об этом. Егор Черин выходит за пределы республики. В преддверии Дня Победы 4 мая показы патриотического кино из Якутии «Рядовой Черин» пройдут в Московском кинотеатре «Иллюзион», в Петербургском кинотеатре «Великан», «Парк» 5 и 6 мая. Также зрителям представлен новый трейлер фильма с обновленной музыкой. Напомним, картина снята по мотивам повести писателя-фронтовика Тимофея Сметанина «Егор Черин», где герой в виде дневниковых записей рассказывает о фронтовых буднях. После премьерных показов в республике кино тут же назвали честным, сильным, гордым и нужным, так как оно показывает правдивых и понятных героев. Отметим, фильм также можно посмотреть в кинотеатрах Якутии. Сегодня в Якутском дворце спорта 50 лет Победы проходят соревнования по волейболу среди девушек. Вчера состоялись 5 игр, из которых отличный старт показала сборная Якутии, обыграв спортсменов из Бурятии. Всего участие принимают 7 команд из Амурской области, Приморского края, Еврейской автономной области, Республики Бурятия, Сахалинской области и Хабаровского края. По итогам сегодняшнего утра сборная Якутии уступила команде Приморского края, а Еврейская автономная область одержала победу над Амурской сборной. Сегодня у нас уже встречаются более такие фавориты между собой, кто будет занимать первое, второе место в подгруппе. Здесь в одной подгруппе фавориты, значит, это Приморский край и Якутская республика. И во второй подгруппе там Хабаровский край и Сахалинская область. Завтра полуфинальных встречи будет 3 игры. Будет игра, 2 игры за первое и 4 место полуфинальной встречи, и 1 игра будет за 5-7 место. И последний день у нас будет финал. К этой минуте все. Наши корреспонденты продолжат следить за новостями. До встречи в эфире.